Здесь мы полностью реконструировали живопись. Внизу это сельджукская цепь, сельджукский орнамент. Нами были найдены архивные материалы. Специалисты трудятся, совмещая тонкую работу художников и точность археологов. Все должно быть так, как 5 столетий назад. Реставрация отдельных объектов Ханского дворца в самом разгаре. Работы в библиотечном корпусе начались в октябре прошлого года. Тогда разработали эскизы и карты цветов, а к самой росписи приступили в мае этого года. Это сельджукская цепь, крымско-татарский орнамент. Здесь такие разные звенья. Практически они все разного такого плана. В раннем он был более живым, то есть где-то что-то покривее, одна линия там побольше, подлиннее, он был более живой. Плюс мы опирались на то, что внутри двора Ханского дворца также есть внутри корпуса такая же роспись на фасадах. 3 из 16 объектов готовы. Полностью реконструированы гробницы Дюрбе-Диляра-Бикеч, северная и южная Дюрбе. Отреставрировали фасад, заменили кровлю и укрепили стены. На Ханском кладбище покоится прах 9 крымских правителей, а также 45 членов их семей. Тут же похоронены и приближенные дворцовой знати. Это надгробие интересно тем, что здесь вы можете видеть изображение кентавра. Вы знаете, что в исламе нельзя изображать лица животных и живых существ, но вот здесь вот вы просматриваете вот такой символ, который очень интересен, имеет очень древние корни. Ханский дворец Бахчисарая – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. На протяжении многих веков он был символом государственной власти ханской семьи. Строительство старейших зданий дворцового комплекса Большой ханской мечети и бани Сарыгузель датируется 1532 годом. С помощью профессионального шлифования можно подчеркнуть красоту фактуры древесины и восстановить ее естественный цвет. Сейчас реставраторы снимают с дуба старый лак, затем эти колонны прикрепят к потолку. А вот в мужском отделении бани расписывают потолок. Также предусмотрено частичное восстановление отопительной системы, когда-то существовавшей здесь. В настоящий момент ведутся работы по 6 объектам. Это библиотечный корпус, конюшенный корпус, ротонда, бани Сарыгузель и набережная и Соколиная башня. Реставрация интерьеров, реставрация фасадов, реставрация кровель и усиление конструкции здания. Завершаются работы и в конюшенном корпусе. Здесь планируют создать экспозицию, которая познакомит крымчан и гостей полуострова с предметами, которые никогда раньше не демонстрировались, так как не было помещения. Среди них уникальные ковры, монеты и оружие. То, что мы обязательно покажем в будущем сезоне, это традиционную одежду крымских татар и ювелирные украшения, где мы покажем и кольцо, которое, вероятнее всего, принадлежало крымскому хану, и кольцо, которое было найдено в результате археологических раскопок на территории Ханского дворца. Также заключены контракты на разработку научно-проектной документации по 2 объектам – главный корпус и горе. Здесь работы пока не начались. Всего на реставрацию уникального дворцового комплекса предусмотрено почти 2 миллиарда рублей. Ханский дворец – одна из визитных карточек полуострова и наиболее посещаемый туристами памятник архитектуры Крыма. Экскурсии здесь не прекращаются даже во время реставрации. А работы на всех 16 объектах планируют завершить в конце 2023 года. Севиля Миметова и Максим Голубев, телеканал Милет, Бахчисарай.